знаете, мы ведь огромную часть жизни проводим во сне. И как по-разному к этому относятся. Вот немцы, например, говорят, сладкий сон не хуже еды. Угу. А курды – сон тяжелее свинца, но слаще сахара. Интересно. А турки вон как. Лучше уж не спать, чем страшный сон увидеть. Точно. Так вот, сегодня мы как раз погружаемся в тему снов. Будем разбирать материалы из личного блога Токбергена Байтасова, называется «Тыс аян уахи кагдалары», то есть о принципах снов, видений, откровений. Да, тема такая загадочная. И вот что меня сразу, знаете, зацепило, это фраза «тыс онгалмай ис тузельмес». Буквально получается, пока сон не исправится, дело не наладится. Вот наша задача сегодня разобраться, почему автор блога придает снам такое, прям решающее значение. И как их толковать-то предлагает. Да, утверждение, конечно, очень сильное. Не то слово. Смотрите, источники, на которые он ссылается, они подчеркивают, хороший сон — это не просто отдых для тела, это что-то гораздо большее. Возможно, ориентир на будущее. Даже вот представьте, 1 из 46 признаков пророчества. Ого! Признак пророчества? Именно. Автор приводит исторические примеры. Говорит, что сны выдающихся личностей, они, мол, действительно сбывались, предвещали события. То есть это не фантазия какая-то, а, как бы канал информации. Хорошо. Если так, если сны имеют такой вес, то как блог предлагает к ним подходить? Что значит исправить сон? Или хотя бы понять? Во-первых, он отмечает, что интерес к снам — это не что-то новое. Корни глубокие. Упоминает и фольклориста Абу-Бакира Диваева, его работу «Тустин-баяны», то есть повествование о снах. Угу. И даже антрополога Эдуарда Тайлора с его первобытной культурой. Это, видимо, чтобы показать, тема-то серьезная, она и в культуре, и в науке как-то отражена. Понятно. Придает вес, значит. Но вот к практике, если перейти, блог дает какие-то ключи к толкованию? Примеры, может. Да, примеры есть. Вот, скажем, если видишь во сне, что поднимаешься ввысь, или на гору, это трактуется как знак будущего успеха, высокого положения. Угу. Или надеть красивую чистую рубашку к радости, к хорошему событию. Эти примеры, они как бы показывают, образы во сне, они не случайны, они символичны. Получается, есть какой-то язык снов, который можно, выучить? Именно так в тексте прямо говорится. «Тус жору билингис», то есть «умейте толковать сны». И добавляется, что методы толкования разные. «Тус жорудын, тюрли, турли, турубар». Это как бы намекает, что есть система, а не просто гадание на кофейной гуще. Так, и вот мы возвращаемся к этой главной идее. «Тыс оналмай ис тюзельмес». Как блог связывает вот это толкование с исправлением дел? В чем тут связь? А вот тут очень интересная культурная параллель проводится. Есть же известная поговорка «сёс тюзельмей, ель тюзельмес». То есть, пока слово не исправится, народ не исправится. Да-да, помню. Про важность правды, правильных понятий для общества. Вот. И по аналогии «тыс тюзельмей ис тюзельмес» — это значит, что состояние наших снов, оно отражает наш внутренний порядок или беспорядок. И это напрямую влияет на наши дела вовне. То есть работа со снами — это вроде как работа над собой, которая потом и во внешнем мире отражается. Очень похоже на то. Автор это связывает даже с духовным путем. Там есть призыв «Сахаба ларма ерептуражолда болангыздар». Что это значит? Буквально. «Следуйте моим сподвижникам, сахабам, и будьте на прямом пути». Это как бы намек, что качество снов связано с образом жизни, с моралью, с чистотой. Вот оно что. Да. И еще любопытное сравнение есть. Кусы ли мы, тусы ли мы? Наука о птицах, наука о снах. Угу. Как будто толкование снов — это что-то вроде древних практик чтения знаков природы. Как гадание по полету птиц, авгурия. То есть это тоже своего рода наука или знание, которое требует и интуиции, и каких-то знаний. Так, хорошо, давайте попробуем подвести итог. Что же получается из материалов блога Байтасова? Сны — это не просто мозг ночью что-то обрабатывает, а это как бы зеркало нашего внутреннего мира и, может, даже окно в будущее. Да, именно так.
И ключ к улучшению жизни, получается, может лежать в том, чтобы понять и как-то исправить эти сны. Совершенно верно. Вот это основной посыл. Есть неразрывная связь между миром снов и реальностью. Вот это «түс оңалмай ис түзелмез». Поэтому с точки зрения автора умение правильно понимать сны — это, не просто любопытство, это почти что необходимый навык для благополучия. И это, конечно, заставляет задуматься. Вот если принять эту идею, что пока сон не исправится, дело не наладится, то как это меняет взгляд на собственные сны? Может ли вот эта работа с внутренним миром, который во сне проявляется, действительно повлиять на наши дела, успех? Вопрос остается открытым, да? Определенно есть над чем подумать после сегодняшнего разбора. Здравствуйте. Сегодня у нас такой глубокий разбор материалов. Мы погружаемся в тексты из личного блога Тагбергена Байтасова. Да, тема специфическая: Аруахтан, Уахи, Бата, Аян. Что это значит? Может пояснить? Если просто, то это об откровениях, о благословениях от духов предков, аруахов, так это понимают в казахской традиции. Ага. И важно понимать, что это именно его личное размышление, его, так сказать, интерпретации. Понятно. И наша цель сегодня разобраться в его ключевых идеях, вот эта связь, которую он проводит между современным образом жизни и, забвением традиций. Именно. Как это, по его мнению, влияет на духовное и физическое состояние человека. Мы посмотрим на его аргументы, на его предостережения. Так, если вот самую суть уловить, автор считает, что связь прямая. Пренебрегаешь традициями почитания аруахов, получаешь проблемы. Болезни, духовный упадок, вот это все. Именно так, да. Причем очень жесткая связь. В его текстах аруахи — это не просто духи, это, посредники, носители божественной силы, знания. Он их называет «дело Божье». Дело Божье. Интересно. Да. И он утверждает, что вот эта погоня за мирскими удовольствиями без духовного руководства аруахов, она искажает некие 5 изначальных божественных сил. Он их перечисляет: Уад, Суаг, Ягус, Ягук, Насыр. Так. И это, по сути, ведет к тому, что в исламе называют ширк, то есть многобожие, идолопоклонство. И вот тут, наверное, самое неожиданное начинается. Он же проводит прямые, очень конкретные параллели между современной одеждой, поведением и болезнями. Это довольно сильное утверждение. Да, очень сильные. И список там, внушительный. Скажем, мужчина с непокрытой головой, по его мнению, это риск не только духовных проблем, но и проблем с печенью. Серьезно? С печенью? Да, или вот хождение босиком с голыми голенями, он это связывает с проблемами мочеполовой системы, даже с онкологией. Угу. То есть буквально как одет, так и болеешь. Прямая зависимость. А для женщин что там? Логика похожая. Женщины в брюках, пишет автор, рискуют уплотнением молочных желез. Во. Оголенные руки до плеч, проблемы с желудком, с кишечником. Открытая грудь, болезни сердца и сосудов. Прям каталог какой-то? Да, даже длинные ногти или, скажем, стрижка и окрашивание волос для женщин это трактуется как причина серьезных недугов, вплоть до сокращения жизни, наследственных заболеваний. А мужчины? Кроме непокрытой головы? Мужчины в шортах, он их называет шайтан-дамбал, это, по его мнению, ведет к проблемам с суставами, отложению солей. Звучит как очень строгий кодекс. А какая духовная подоплека у всего этого? С точки зрения автора, конечно. Он считает, что вот такие практики ведут к духовному одичанию, почти до животного уровня. Блокируется интуиция, связь с высшим знанием. Угу. И люди становятся уязвимы. Да, уязвимы для негативных сущностей. Он их называет джинны, перии, шайтаны. И наоборот, уважение к руахам, следование традициям – это дает защиту. Духовную и физическую тоже. Заметно, кстати, как много тут завязано на скромности, на гендерных ролях. Угу. Помимо образа жизни, он еще кого-то критикует. Современных авторитетов, может? Да, достается и им, некоторым современным религиозным деятелям, которые отвергают почитание руахов, считают это многобожием, тем самым ширком. Ага. Критикуются и светские какие-то вещи. Например, образ памятника жертвам голода автор видит в нем неуважение к традиции. И еще он сетует, что власти не поддерживают исследования традиционных верований. А сами аруахи. Какая их роль вот в этой картине мира? Мы сказали посредники. Что еще?
Они ключевые фигуры, хранители национальной идентичности, рода, источник силы, знания. Поэтому, как пишет автор, так важен зиарат, Посещение святых мест. да, связанных с предками, поддержание этой связи с родом. И, насколько я помню, там есть и предсказания, какие-то предупреждения. Да, есть о грядущих трудностях, болезнях, которые, как он пишет, обычная медицина не вылечит. И единственный путь к спасению – это вот возврат к вере через ируахов. Он даже землетрясение недавнее упоминает как знак, как предупреждение. И все это как-то вплетается в историю. Там упоминаются Абай, Маржак Абдулатов. Да, они как примеры, утраты мудрости предков. Есть отсылки к Чингисхану, который, по версии автора, боролся с искажениями веры, и даже к предупреждениям пророка Мухаммеда о временах упадка. Так, давай попробуем подвести итог. Получается, блок Токберга-Байтасова — это такая цельная картина мира, где вот строгое следование определенным традиционным практикам, связанным с аруахами, видится жизненно важным для всего духа, тела, нации. И это явное такое противопоставление современному образу жизни и, что важно, некоторым современным религиозным толкованиям тоже. Да? И вот что, наверное, самое интересное здесь для размышления, это насколько тесную прямую связь текст устанавливает между самыми обыденными вещами, как одеться, стричь волосы или нет, и очень серьезными последствиями, физическими, духовными. Это точно. Это заставляет задуматься, насколько по-разному вообще могут интерпретироваться связи материального и духовного в повседневной жизни, в разных системах верований. Такой вызов нашему привычному разделению этих сфер.